Объем ВВП Кыргызстана в 2023 году впервые в истории превысил 1 триллион сомов. Это 1 триллион 300 миллиардов рублей. А экономика страны за год выросла более чем на 6%. Бекмамат Асанбеков выяснил, что все дело в реформах президента Садыра Жапарова. Сегодня ровно 3 года, как он стал лидером страны. Только на 6-й год обучения Роза Саткалиева ощутила, что такое родная школа. До этого ей и друзьям из жилого массива Рухи-Мурас приходилось ездить в разные школы Бишкека. Места рядом с домом просто не было. В школу я дойду за 10 минут. Раньше уходил час. Сначала до остановки, потом на маршрутке, еще немного пешком. Новая школа приняла 2000 детей. Она одна из 200 построенных в Кыргызстане за последние 3 года. Если в Бишкеке с 2010 по 2020 было построено всего 10 школ, в 2022 году мы построили 16 школ одновременно в течение 5 месяцев. 3 года президентства Садыра Жапарова – время цифр. Средняя зарплата с $200 доросла до 350. Экономика прибавляет по 9%. В 2020-м пандемия обрушила экспорт на 20%. Денежные переводы мигрантов сократились на четверть. Дефицит бюджета почти 6%. В октябре 2020-го выборы в парламент страны. Подкуп избирателей, манипуляции с бюллетенями. Из 4 партий, прошедших в Джугурку Кенеш, 3 были провластными. Итог – многотысячные акции протеста и отставка президента Сооронбая Жээнбекова. Почти все, да, можно сказать, все оппозиционные силы, которые потом говорили, мы там были, мы начинали, они же сбежали. И вот потом где-то 10-12 дней шел поиск тех людей, политиков, тех, кто действительно могут взять на себя ответственность. Спустя 3 месяца в Кыргызстане внеочередные выборы президента. В бюллетене 17 кандидатов. За Садыра Жапарова проголосовали 80% избирателей. Тогда же в Кыргызстане прошел референдум. Парламентская республика стала президентской. Бесконечная чехарда, смена министров. Более 35 премьер-министров сменилось. Все это привело к тому, что люди потеряли веру просто как в институт власти. Когда мы говорим о преимуществах нынешней системы управления, в первую очередь это то, что мы отошли от групповой безответственности к персональной ответственности президента. Всего через год Садыр Жапаров выполняет главное предвыборное обещание. Крупнейший в Кыргызстане рудник по добыче золота Кумтор перешел в собственность государства. Больше 30 лет его разрабатывала иностранная компания. Только за прошлый год здесь добыли больше 14 тонн золота. Взяли государство с консолидированным бюджетом 247 миллиардов. В прошлый год закончили 557 миллиардов. В первые же месяцы президент Садыр Жапаров лично объехал все регионы страны. В каждом встреча с жителями. По незнанию мы купили землю и построили дом без этого документа, доверившись расписке продавца. Оказалось, что без красной книги наш дом считается незаконно построенным, и мы не можем в нем прописаться. Проблема красных книг в Кыргызстане появилась больше 15 лет назад. Пустующие земли самовольно захватывали и перепродавали. Со временем на них выросли жилые кварталы. В апреле 2022-го Садыр Жапаров объявил земельную амнистию. Узаконить можно больше 100 тысяч участков по всей стране. 15 лет назад человек продал участок. Все это время там живет другой человек, фактически владелец. Мы давно должны были им узаконить. Целый год прошел с моего указа, а вы только 341 документ выдали. Если что-то мешает, не нашли 5 минут зайти ко мне и рассказать. На этом совещании президент уволил главу Чуйской области. После жалоб жителей на медленное решение вопросов глава государства приучил всех, что внеплановые проверки – один из лучших методов управления. Министр обороны в субботу и воскресенье знает, что президент может в любой части военной зайти, позавтракать, спросить у солдат, как у них служба идет. Как результат, запуск 60 крупных предприятий, легкая промышленность, металлургия, добыча полезных ископаемых. В 2023-м ВВП Кыргызстана впервые перевалил отметку в 1 триллион рублей. За 3 года больше 50 зарубежных визитов, экономическая дипломатия в действии. За прошлый год больше миллиарда инвестиций. Раньше мы здесь сидели и ждали, когда к нам приедут. Сейчас мы боремся за каждого инвестора, и не только на нашей территории, но и на территории
там, где им комфортно. Садыру Джапарову удалось наладить отношения с соседями. После развала Советского Союза на границах с Узбекистаном и Таджикистаном остались серые пятна. С Узбекистаном территориальные споры решили еще в прошлом году и подписали декларацию о стратегическом партнерстве. За последние годы нам удалось вместе создать совершенно новую атмосферу нашего сотрудничества. В этом большой личный вклад уважаемого Садыра Нургаджаевича. За это я ему особенно благодарен. В мае этого года ожидается подписание итогового документа с Таджикистаном. В 2023-м Кыргызстан был председателем в СНГ. Товарооборот республики со странами Содружества превышает $5 миллиардов. Рост почти на 30%. На саммите в Бишкеке рождается организация по поддержке русского языка. Как генеральный секретарь СНГ я своими глазами видел и знаю об этом, что президент Кыргызстана Садыр Нургаджаевич лично уделял очень большое внимание реализации всех положений, концепций председательства Кыргызстана в СНГ. Наши киргизские партнеры молодцы. Главная экономическая задача – рабочие места. Только в этом году работу получат 250 тысяч человек. Такие большие проекты, Камбарата-1, строительство ГЭСа и строительство железной дороги. Это Китай, Кыргызстан и Узбекистан. А еще в Кыргызстане должно появиться 100 крупных промышленных предприятий, чтобы сохранить темпы роста экономики на уровне 8%. Бекмамат Асанбеков, Турар Анарбеков, Муканбет Асанов. Программа «Вместе».